Йоу, всем привет, меня зовут Бара, и это Cactus View. Нас давно не было, так что считайте этот выпуск камбэком. И до начала нашей беседы хочу представить вам наших спонсоров Батурчик. Это лучшие крылышки в Якутске, все ссылочки в описании. Сегодняшние наши гости – это ребята-тусовщики Глита Промо. Eddie Kane, 5 heartbeats left. My homie off the Eddie Road. He think he a damn chef. Расскажите о себе в двух словах, представьтесь и так далее. Меня зовут Еремей. Меня зовут Эркен. Я Макс. Это Чоджи. Что вообще означает глита? Ну, глит это означает, если перевести с английского, это означает блеск. Ну, слово глиттер. Сори, забыли. Глиттер – это блеск, блеск. И на английском сленге глиттер. Почему именно глита? Почему, скажем, не Vibes, не Deny? Ну, не знаю, мы долго думали над названием промо-группы, а у нас что-то, мы там, что Freedom, да? Фридом было Да, сначала. да, мы что-то думали, заморачивались, потом, типа, решили то, что вот именно должно быть короткое, звучащее, запоминающееся, вот именно глита. Ну, поначалу, типа, стебали некоторые, типа, глиста, да, говорили. Глиста. Ну, потом все привыкли, сейчас все круто. Вообще, как идея пришла сделать такую тусовку? Глита Промо. Ну, если честно, мы бухали, короче. Мы бухали, мы тусовались, мы любили тусоваться. Мы с Эрканом были знакомы еще до этого, мы в КВН играли, короче. И как-то, короче, мы как забухали, да? Ну, короче, очередная тусовка была, и Эркан мне предложил сделать тусовку. Ну, как говорится, отец-основатель, короче, получается, Эркан. И он мне предложил, он до этого еще предлагал ребятам, чтобы типа тусовку делать. Да, никто меня не поддержал, и чисто вот, меня, ну, первый человек, который поддержал по этой части, это Ремей. А вот вообще для каких целей вот решили? Потому что нету здесь хороших тусовок или просто так, по фану? Ну, это был 15-й год, и вечеринки вот, как можно сказать, уровень не такой сильный был, ну, как сейчас. И вот как-то раз мы ходили, и я вот думаю, а почему типа самим не сделать? В принципе, ничего сложного, и самим круто сделать. То есть вы брали пример, вот скажем, с Запада и так далее, да? То, что есть тусовки, и можно тусоваться не только в клубах, а можно ходить на конкретные какие-то тусовки, да? Просто вот мы сами захотели, сами именно попробовать себя в этом, и у нас, можно сказать, получилось, и нам это понравилось. Самая первая туса. Это было БАО 15-го года, 12 декабря. Да? Как по народу? Мы рассчитывали где-то человек 200, 150. Да, а вообще пришло там 700, там вообще реально как такое мясо было. Christmas Trap Night сделали, это первая предновогодняя вечеринка в БАО. Ну, туса прошла, мы сами даже не ожидали. Да, где-то 700 человек было. Да и вообще весь город, считай, у нас был вообще такое. В гардеробе места не было, там люди с шубами, с пуховиками Бар проходили. Да, короче. бар весь выпили, короче, сперва пиво закончилось, потом крепкий алкоголь закончилось. Ну, в принципе, да, круто прошло. Ну, даже для нынешнего уровня, получается, 700 человек – это довольно много. Да, это много. А вообще, как проходило промо? То есть вы люди с нуля, у вас как бы площадки не было, и как так получилось, что пришло вот столько народу?
Нет, у нас именно площадка была. Дело в том, что мы в то время активно играли в КВН. У нас были друзья КВНщики, у которых много было подписчиков. Помню, ну, они помогали нам всячески, поддерживали. И как по выручке было? Как я понял, больше, чем ожидалось, да? Не, мы просто, да, мы вообще не ожидали что-нибудь, ну, столько денег сделать, например. Мы просто вот сделали, и вообще вот деньги в карман не помещались. Вообще, какой был первоначальный состав? Я так понял, у вас же менялось, да, состав? Да, состав менялся. Первый состав я, Эркен, Леха Владимиров и Хобой. Хобой Я не был, втроем только были сперва. А потом примкнул Кеша Хабуев, Потом Боб. Боб. Потом я уехал учиться в Томск, получается, и потом уже вот уровень вечеринки стал падать почему-то резко, и поэтому мы решили сделать ребрендинг. И вот логотип поменяли полностью вот именно по организационной части. Вот сделали планы, приоритеты, вот уклон на какой делаем, как должны работать, что должно быть. Ну, все вот именно по полкам разложили. Ну, то есть вы поменяли полностью организацию, Да, и да, вот да. теперь мы видим нынешний состав. Да. То есть Еремей, Кен, Макс И Ашими. и Ашими. А кто у вас главный? Эркен, получается, потому что он основал, короче, он всех позвал, собрал и, ну, как сказать... То есть, получается, идейный лидер, да, ну, да, получается? получается. Вообще в промо-группе у нас именно вот я занимаюсь именно вот идеей и рекламой именно в социальных сетях, а Макс делает именно По визуальной части. Да, по визуальной части именно вот афиши, видео, всякое такое. Дизайн. Дизайн одежды, тоже мы одежду выпускаем. Ремей занимается именно как министр международных отношений, типа такого. То, что общается, да, со всеми, именно договаривается вот со звуком и так далее. То есть общественный представитель типа такого? Да. Ага. А Шими именно вот по части звука, что надо, как ставить и так далее, лайн-ап какой делать и так далее. Вообще, ну, туса как организуется? Люди просто видят то, что чуваки кого-то зовут диджеев, арендуют помещение и срубают бабки. Ну, давайте расскажите о внутренних сложностях, вот, о организационных проблемах и так далее. В Якутске очень трудно, по идее, организовать тусовку, потому что у нас, короче, которые сидят в барах, хозяева, директора, они все какие-то консервативные, Да, они получается. ничего У не них мышление консервативное. Они, короче, против молодежи, как большинство. Это до сих пор, да? Ну, до сих пор, короче, такое. И насчет соглашения, если большую тусовку делаешь, как, например, рейв, это, получается, надо сотрудничать с МВД, с МЧС, со скорой помощью, с мэрией, надо договариваться. Там документации очень много, короче. А если внутри именно тусовки брать, тогда вот именно это у нас именно организация, ну, диджеи, надо вот именно контролировать диджеев, кто за кем идет, что они будут играть, понравится ли это народу. Потом, ну, мелких таких нюансов много. Например, найти аппаратуру, это тоже вот проблематично для Якутска, потому что вот много компаний, они вот завышают цены. И типа найти вот такого хорошего поставщика, который именно вот здравые цены были, таких очень мало. Самая главная проблема — это зимой гардероб. Насчет гардероба — это самая главная проблема. Тем более у нас в Якутске. Да, делайте гардеробы большими, короче. Затраты, да, вообще. Откуда вообще? Со своего кармана или спонсорская помощь? Ну вот на организацию все равно же тратится, на тех же самых диджеев, аренда помещений. То Так и есть так. и от спонсоров, и да, со своего да. кармана, да, получается. Вот ты помимо глиты сейчас чем занимаешься? Я сейчас работаю в аптеке Ригла. Покупайте у Ригла. И как вообще работать фармацевтом? Ну, такой чувак, тусовщик, потом в халатике днем, да? Ну, нормально. Мне нравится. Моя аптека очень нравится. Спасибо. Да. Развивайте аптеки, а не тусовки. Вы всех гостей проводили, грубо говоря, и снимаете кассу. Вы выручку как делите? Кто больше работал или, ну так, поровну? Чисто по-братски. Ну, за одну тусовку, обычную тусовку, субботнюю, средняя выручка какая? Нормально. Ну, больше 50. Больше-меньше. Да, ну где-то так. Ну, вообще, глита это для вас больше как заработок или больше как хобби? Как хобби. Как хобби. Мгм. Мы работаем, учимся. У нас свои вот дела, но мы одновременно и делаем глит. Ну, то есть, получается, это приятное с полезным. Да. Самый большой куш за ночь. Ну, самый рейв последний.
Примерно сколько? Больше полуляма, да? Не знаю. Ну, вообще, последний Summer Rave очень громко прошел. Даже в плане до проведения из-за конфликтов с датами, из-за привоза и после уже вот этого, после того, что случилось и так далее. Давайте расскажите, почему возникла проблема с датой, то есть одновременно с вами был Саха-рейв? У них, короче, обычно дата была где-то 24-го, 25-го. А у нас уже третий год, вот получается 16-17 и все. Это наша дата, это наша любимая дата. И Добогинский мыс, они уже за год нам эту дату уже типа бронируют. Ну, то есть уже как традиции, Да, как да. все это запланировано. наша традиция. А почему в этом году так случилось, что Это у них надо спрашивать. Почему? думаете, из-за этого количество гостей стало меньше, нет? Нет, это Наоборот, самый посещаемый сам рейв был вообще. Не думали то, что если бы не было в одну дату, было бы еще больше гостей? Не. В принципе, да, ну просто плюс-минус там 200-300 человек и все. А вообще, что думаете насчет этого, то, что в Твиттере очень много ругались по этому поводу? Кто на Саха-рейв, кто на Саммер-рейв? А мы вообще ничего не делали, у нас даже вот именно в твитах намеков таких не было. Да. А вот другие, они писали всякие гадости. Ну, не гадости, а подъебки, можно сказать. Но мы на это не реагируем, просто мы вот... Но мы читали, все равно Да. мы же не слепые, мы не тупые, мы читали, мы чувствовали, что там творилось, но Ну, мы- до этого, короче, мы не доходили, что Типа против там, писать, против да. что-то делать, нам это типа как бы не по кайфу. Ну, это нам, короче, Не нужно, мы цивилизованные люди. Кактус обзор. Не секрет, что я люблю вкусно поесть. И у нас сегодня крылышки от наших спонсоров Батур Чик. Давай, малыш. Вкусные крылышки за хорошую цену. Вы, кажется, единственная тусовка, которая привозит гостей, Да. то есть с Должны России, это понимать. из Запада и так далее. Каких артистов вы привозили? Давай начнем. Сначала Миронов. Миронов был наш первый привоз из АВГ. Это диджей. Да, диджей. диджей Миронов. Потом этим же летом мы позвали весь состав АВГ. Это там входили Ромста, Джион Файер, тот же Миронов, Чейз, Excuse My Mood. Джиан Файер. Джиан Файер это чувак, который писал музыку Янгам, Янгтрапа, короче. Ну, он этот битмейкер крутой, очень крутой. Ну, очень крутые люди, вот. Мы хорошо с ними сработали, поэтому вот после них, после АВГ, можно сказать, у нас вот выход на других артистов уже вот, ну, такой вот, Ну, то есть коннект большой стал. со стиль тусы. Кашин, Фейк Диджей. Фейк Диджей это, получается, главный дизайнер стиль туса и дизайнер одежды Закиньони. Ну, вот Ромса тот же, вот, именно стиль тусы, я и там тусуется. Позапрошлом Rave? Summer Rave это Яникс был, The Skulls еще был, потом Zulu Warrior приезжали, потом в Новосибирске еще вечеринку Глиту делали, там Zulu Warrior были, Оскас и Cyber 69. Cyber 69 еще в Якутске тоже был. Это у вас коллаб был, да? Да. Ага. Вот, и сейчас обладает. Отличаются ли местные тусовки по уровню от российских тусовок? Ну, в российских тусовках там ценник вообще очень низкий, да, маленький, Низкий, да. и они ценят, короче, музыку. Мгм. Ну просто менталитет у них немножко другой, чем у нас. У нас что бывает, типа вот внутри все хорошо, а бывает выходят на улицу и там сразу между собой там дерутся, всякое такое, а там вот массово таковых нету. Кто лучше всех выложился и получил фидбэк? Обла. Ага, обладает. И вообще, как обладает, ну, как человек лично? Но у него, оказывается, мама из Якутска. Да, якуты везде. Ну, он как человек, он Очень простой. очень простой человек, максимально простой. Мгм. Он вырос в Иркутске, переехал в Питер 3 года назад. Ну, он так говорит, и вот за 3 года так поднялся. И сейчас какие планы? Так, ну, сейчас уже с сентября буду работать в дочерней компании «Газпрома», это «Газпром Трансгаз Томск», в городе Ленске или в Нирингри. Ну, я целевик,
То есть, и как ты будешь совмещать тусовки с работой или все уже завязываешь? Нет, почему отпуск же летом есть? Ну, А. парни же остаются, они будут заниматься, я буду уже помогать. Дистанционно, Да, да? дистанционно именно по рекламе и так далее. Ну, это же не очень трудно. И у меня опыт есть, так что быстро можно. Вот я недавно видел в историях, у тебя прошел день рождения, кстати, с прошедшим, Спасибо. и тебе пацаны подогнали Mark X. Вообще, опиши свои эмоции. Это же шутка была. Что за шутка? Я просто мы с пацанами угорнулись на эту тему, типа, давай. Я, ну, короче, мой друг, он, в тот же день они уехали за колой, и он купил машину, короче, вместо колы. Резко так купил, приехал, типа, потом давай корку снимем, типа, вот так, типа, давай снимем, короче. И Ладно. просто угорнули. Давай, красавчик. На своих тусовках вы пьете? Пьем, ага. Ну, было такое, что на своей собственной тусовке очень сильно напился, Да, перепил. было несколько раз. И вообще возникали из-за этого проблемы? Да. Короче, внутренние, бытовые проблемы. Да, вот между это собой Да, очень. между собой. Ну, не секрет, что если в тусовке, ну, вообще в любом мероприятии есть алкоголь, это несет, ну, конкретные уже проблемы. Какие прям угарные трэшевые ситуации были в вашем опыте? Массовые драки, может Ну, быть? бывает, ну, всегда везде же драки бывают. И так не было, чтобы, типа, кого-то избили вообще чуть до полусмерти, такого не было. Просто немножко вот, Стычки. да, стычки маленькие бывают и все. Давай, вот самый рейв, ну, прям, ну, взорвал интернет, одно видео про девушку одну, ну, кто знает, тут поймет, вообще прокомментируйте эту ситуацию, это что было? Да мы вообще не знаем, да, что это было. Со мной как было, мы закончили, все, собрали все вещи, уехали. Я вот приехал домой, заснул, просыпаюсь, там мои друзья, короче, видос. А, то есть это после тусовки уже было? Не, во Нет. время тусовки, но мы это не видели. Просто там полиция очень быстро сработала, потому что ее быстро забрали. короче, Да, и получается. это произошло во время выступления «Обладает» именно. Мы все, весь вот состав именно вот тусовал, был внутри вот шатра, и поэтому А то есть вот вы не- даже не узнали, что что-то случилось? Да, мы вообще не знали. И полиция даже вот претензий по этому поводу нам ничего не говорила. Мы просто утром просыпаемся в WhatsApp, там у меня видос приходит, типа, вот смотри, что происходит, типа, у вас, типа, я говорю, типа, что за херня, типа, такое что реально было, что ли, вообще, вот, реальный шок был. Ну, Они там говорили, слишком много слухов было. Да. Про какую-то девушку, которую сбили на тачке. насмерть, да, типа. Да, И еще поножовщина была именно внутри, еще говорили. Тоже это нам приписали, то, что вот, типа, мы такие плохие, типа, у нас, типа... Все, что было в Якутске, эту ночь, короче, прописали нам. короче. Вот после этого не было такого, что кто-то предъявлял претензии, там, пытался как-то очернить вашу репутацию? Да, всегда же так делают, да, по идее. Это же Якутск. Да. Ну вот мы, считай, у нас свой контингент есть, и мы стараемся для них, и еще мы плюс рады всем тем, кто вот именно первый раз пришел на наши тусы. Такая модная тема. Что на тебе сейчас надето и сколько это стоит? Это у меня вот Supreme Nike, ну вот последний, ну вот типа дроп недавний был именно. Я сколько за 15 брал. Штаны обыкновенные, носки Adidas, это Zikandyon, я не знаю сколько стоит. И вот Puma, BMW Motorsport. Но если бы знал то, что заранее такой вопрос, я бы немного, да. У меня старые кроссы, я все кроссы вчера отдал Soap Skills, мой тестам, жестко мой. Ну, вот эти кроссы, не знаю сколько стоят, это мне подарили, мне друзья, короче, штаны где-то 4 с чем-то, кофта Zara простая, не знаю, где-то 3, наверное, бейсболка тоже где-то 3. Я всю одежду отдал же в Эркена. Заметили? Кроссы Эркена, штаны и футболка. Только очки мои. И волосы. А кто из вас старше? Я старше. А почему ты донашиваешь за младшим? Это очень интересный вопрос. Кстати, собака стоит еще 45. Или полтос был. Не, собака бесценна. Собака. Ну и на такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу беседу. С нами была Глита Промо, Еремей, Эркен, Максим. Меня зовут Бара, это был Cactus View. Всем пока. Пацаны, вы красавчики. Спасибо, что пришли. От души.
Сайт, да? Ну-ка, нельзя. А ну вот. Сидеть. Разврат. Нельзя. Да, бить. Да, что происходит? Хорош. Что это за... Мы организаторы больших тусовок. Глит это блеск.